Данный видеоролик не преследует цели задеть или оскорбить чьи-либо чувства. Ролик был создан исключительно в образовательных и познавательных целях. Берегите себя. Развеивание мифа, где ингуши с пеной у рта кричат, что 3 раза разбили армию имама Шамиля. Так ли это? Узнаем в этом ролике. Назрановцы защищали крепость от имама Шамиля 3 раза, и столько же враг терпел поражение. Так у ингушских поселений возникла крепость, впоследствии разросшаяся и получившая название Назрановская. Помощь царской армии пришлась кстати. С их помощью трехдневное сражение ингушей с войском имама Шамиля увенчалось успехом. Мы будем ссылаться на 2 источника: Аль-Карахи, блеск дагестанских сабель в некоторых шамилевских битвах, и хроника Мухаммад Тахир Аль-Карахи. Вообще, хроника Мухаммада Тахира Аль-Карахи считается одним из самых авторитетных источников в этом вопросе. Это остается практически самым авторитетным источником из историографии Кавказской войны, да, Аль-Карахи. Это же пишет на арабском, Карахи тоже. И тоже личный писарь имама Шамиля. Как мы видим, Аль-Карахи надежный источник, не доверять ему не вижу повода. Имам выслал к назрановцам почетных людей с прокламацией, в которой призывал жителей перейти на сторону борцов за ислам и отойти от покорности геурам, и потребовал аманатов. Назрановские старшины немедленно доставили прокламации царскому командованию, поручив назрановцам дать посланникам имама лживые обещания о выдаче аманатов и даже переходе на сторону Шамиля, чтобы оттянуть время до утра 7 апреля и дождаться подкрепления. Назрановцы обманули тогда Шамиля, писал секретарь имама Мухаммад Тахир Аль-Карахи. Шамиль, регулярно получавший данные разведки, быстро разгадал игру назрановских старшин. Имам решил вернуться обратно в Дарга, но предварительно исполнил свою угрозу, приказав поджечь оставленные жителями аулы. Назрановцы, пришедшие в отчаяние при виде своих горящих аулов, спросив разрешения у царского командования, ободренные Нестеровым и подкрепленные пушечным огнем, бросились в бой. Атака назрановцев была усилена 3 ротами русской пехоты с 2 орудиями под командованием майора Троскина. Назрановцы, чувствуя за спиной заботливую силу царской крепости, оскалившейся пушками и русскими штыками, и готовность Нестерова во всем им способствовать, вели сильную перестрелку и пытались выбить мюридов с занимаемой ими позиции. Назрановские мухаджиры, воевавшие в его войсках, еще продолжали убеждать имама в том, что назрановские жители перейдут на его сторону, и собиравшийся было уйти обратно в Чечню Шамиль решил остаться еще на день, чтобы его не упрекнули в поспешности. Шамиль присоединил отряд Ахверды Магомы к себе и долгое время оставался на месте, не предпринимая никаких действий, покуда около полудня, воодушевленные русским подкреплением и бездействием имама, назрановцы первыми завязали перестрелки. Русские подкрепляли назрановцев огнем артиллерии и несколько раз выдвигали роты для их ободрения. Писарь Шамиля Мухаммад Тахир писал, что назрановцы напали на один край войска имама. Люди его отошли в сторону. Имам с товарищами передвинулся тогда на холм и начал называть отходящих по племенам. Они тут возвратились к нему, сразились с назрановцами и загнали их в крепость. Окончательно убедившись, что назрановцы не примкнут к нему, имам Шамиль приказал наибам готовиться к сбору. На рассвете 8 апреля Нестерову доложили, что Шамиль со всем своим отрядом в полночь ушел в Кончинский лес. Потери у русских составили: убитыми 2 рядовых, ранеными 8 человек и 3 лошади из артиллерийской упряжки. У назрановцев было убито 12 человек, ранено 44, лошадей убито 6, ранено 10. Всего 14 убитых, 52 раненых. Кроме того, чеченцы взяли в плен 2 ингушей и захватили 6 лошадей. Была сожжена большая часть назрановских аулов по Сунже, Назранки и Камбелеевки, а также несколько осетинских хуторов. Уже 9 апреля в донесении начальнику подполковник Нестеров, как обычно в таких случаях, расписал свои фантастические подвиги и большое поражение Шамиля и преувеличил, якобы согласно показаниям лазутчиков, потери мюридов. На самом же деле ни одно тело мюрида не попало в руки к русским, потери не превышали потерь царского отряда и их местных прислужников. Также не было никакого военного поражения Шамиля.
Наоборот, поход Шамиля на Назрань в военном отношении был для имама успешным, так как он заставил противника укрыться в крепости, нанес огромный моральный и материальный ущерб союзникам русских, лишив их домов, имущества и продовольствия и заставив их увидеть в войсках имама грозную силу. Как мы видим из официальных и самых достоверных источников, ингуши, увидев войско имамата, убежали в крепость к русским. О разбитии армии имамата тут даже и речи не идет.